Маршал Дучук, здравствуйте. В эфире программа «Новости», в студии Зураб Центроев. Добро пожаловать инвесторам или бюрократам вход воспрещен. Чечня по итогам опроса 400 тысяч предпринимателей России не только сохранила место в двадцатке лидеров, но и передвинулась на 2 позиции вверх. Чечню признали регионом, благоприятным для ведения бизнеса. Китайский рис на чеченских полях. Особенность этой технологии – экономия 4 раза, как они нам говорят, и урожайность больше, чем обычным методом. Аграрии республики осваивают новые технологии выращивания злака. Праздник кинологов и их четвероногих друзей. Места большого скопления людей обязательно проверяют кинологи. Именно на их счету тысячи спасенных жизней. В России отметили День кинологической службы. В республику с официальным визитом прибыл заместитель начальника управления России по работе с обращениями граждан и организаций Алексей Михеев. Сегодня же гость вместе с представителями правительства региона принял участие в приеме граждан, где выслушал проблемные вопросы жителей республики. После общения с гражданами Алексей Михеев встретился с Рамзаном Кадыровым. По словам Михеева, в Чеченской республике налажен конструктивный диалог между властью и гражданами. Это видно невооруженным глазом. В завершении встречи гость преподнес главе республики памятный подарок. Аналитики признали инвестиционную привлекательность Чечни. Национальный рейтинг «Инвестклимата» обнародовали на Петербургском экономическом форуме. По данным исследования, в Чечне созданы лучшие условия для ведения бизнеса. В первую очередь, это отсутствие барьеров для предпринимательской деятельности. Экономические успехи региона отметил в своем инстаграме и глава республики. Тему продолжит Таиса Борщигова. Первый завод по производству комбикормов появится в Чечне уже через месяц. В сутки здесь будут производить до 120 тонн продукции. Стоимость инвестиционного проекта составляет 50 миллионов рублей. На территории 3 гектаров находится это производство, мощность 120 тонн в сутки. Будут выпускаться комбикорма для животноводства, для птиц, для крупного рогатого скота. В то время как цех по производству кормов только готовится к открытию, тепличный комплекс «Родина» за год успел выйти не только на местный рынок, но и общероссийский. В предприятие входит 320 гектаров садов интенсивного производства и 2 блока теплиц по 5 гектаров. Здесь получили работу около 300 человек. Ожидаемый годовой урожай превышает 15 тысяч тонн. И все это за счет инвестора, который не планирует останавливаться на достигнутом. Мы увеличиваем объемы производства, также сажаются у нас в этом году уже только что закончилась посадка 50 гектаров сливы и ведется строительство нового технологического тепличного комплекса на площади 20 гектаров. Что подразумевает собой, что уже на зимний период 2016 года у нас процесс тепличного производства будет увеличен в 2 раза. Успешно реализуемые и уже запущенные проекты являются ярким показателем благоприятного климата для ведения бизнеса в регионе, который и позволил Чечне занять 14 место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России. Национальный рейтинг – это своеобразный светофор для инвесторов. В зависимости от того, какое место регион занимает в таблице, он решает, стоит ли ему идти с деньгами в субъект. Чечня по итогам опроса 400 тысяч предпринимателей России не только сохранила место в двадцатке лидеров, но и передвинулась на 3 позиции вверх. Все это означает, среди прочего, что для инвесторов при въезде в нашу республику всегда горит зеленый. Из субъектов СКФО Чеченская республика единственная вошла в 20-ку лучших регионов России, а по некоторым показателям стала и лидером, в том числе и по снижению административного давления на бизнес. Проще говоря, бюрократизм, с которым, как правило, инвесторы сталкиваются на разных уровнях, в регионе сведен к минимуму. Чеченская республика внедрила институт уполномоченного по защите прав предпринимателей. Значит, это инициатива непосредственно главы республики. Также для того, чтобы преодолеть существующие барьеры, в том числе административные барьеры, на нормативные правовые акты Чеченской республики внесены изменения, ряд изменений, значит, в том числе по снижению налоговой нагрузки на предпринимателей. Существенно снижены сроки рассмотрения администрациями муниципальных образований республики различных заявлений по различным услугам, предоставляемым субъектам малого и среднего предпринимательства. Сегодня в Чечне десятки представителей крупных отечественных и зарубежных фирм и фондов, желающих вложить средства в самые разные отрасли, начиная от экономики и заканчивая медициной. Стоимость уже сформированного инвестиционного портфеля превышает
260 миллиардов рублей. Начато строительство ТЭС на 440 мегаватт с объемом инвестиций 45 миллиардов рублей. Ведутся работы на объектах ведучи комплекса «Башня Ахмат», инновационного технопарка «Казбек» и многих других. Инвесторы из Арабских Эмиратов завершают строительство гостиничного комплекса «Канвас». Проектируется международный университет. То, что мы улучшаем свои позиции из года в год, это говорит о том, что усилия региональных властей по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса эффективны. Целью нацрейтинга является, во-первых, оценка компетентности и профессиональной деятельности органов исполнительной власти в части формирования инвестиционного климата. А во-вторых, это самой главной целью нацрейтинга является выявление и тиражирование лучших управленческих практик. То есть участие в нацрейтинге и то, что мы улучшаем свои позиции, говорит о том, что мы движемся в правильном направлении. Оценка инвестиционной привлекательности регионов проводилась по 45 показателям. Главная цель нацрейтинга – не выявить отстающих, а дать возможность узнать, кто двинулся вперед, что позволит руководителям взять лучшие практики в стране и применить к собственному субъекту. Таиса Барщикова, Магомед Сулейманов, Денис Халхаров. Новости. Центральная улица Нажа-Юрта скоро предстанет в новом виде. Строители заняты ее реконструкцией. На улице Кадырова будут обновлены заборы частных домов, появятся тротуары. Кроме этого, в районе возводятся дома для пострадавших от оползней. Подробнее расскажет Саид Ахмадов. Эта улица имени Ахмата Хаджи Кадырова в райцентре Нажа-Юрта самая длинная, протяженностью около 3 километров. Весь жилой фонд и объекты коммерческого направления, которые здесь находятся, будут полностью реконструированы. Шум строительной техники стоит повсюду. Помимо улицы имени Ахмата Хаджи Кадырова, здесь также обновляются жилые дома, здания государственных учреждений и автостанции, отвечающие всем современным стандартам. Для максимального удобства пассажиров здесь появится зал ожидания, молитвенные комнаты, а также комната матери и ребенка. كدير ورمزان برك العالي أردتهم. ميلا خزقوا قداش أدخون غينخ جندو بوندو تخش سيركيل سبعان شدش دو خزقوا قداش بقاش دير رزقل هغا سنة شو مسنا دير رزقل. Строительные работы местные власти обещают завершить к одному из главных мусульманских праздников. Все расходы на благоустройство районного центра взял на себя фонд Кадырова. Полная реконструкция социально значимых объектов, жилых помещений, жилых зданий, объекты предпринимательской деятельности, Шергедона, полная реконструкция, не что больше, да, молоха. Юшеге get one high, на, почему даже она осудена, что белашбу, белые бушвартона, хармахи будто чехпали до 30 числа, я продукт на чехпа, да, чехпа хазуи. А это люди, которые еще вчера думали, что из-за оползней остались практически на улице. Из-за ливневых дождей дом Сайтиевых развалился на части. Сейчас Залину вместо привычных 4 стен окружает всего 3. Но семья не унывает. Прямо напротив им возводят новый дом. Часть пострадавших поменяет место жительства. 12 семей получат жилье в Гудурмецком районе. Село так и называется Новый Биной. Остальным на местах с благополучными геологическими условиями уже возводят новые дома. Саид Ахмадов, Магомед Мударов. Новости. Около 600 операций провел Грозненский сосудистый центр за несколько лет своего существования. В основном это стентирование коронарных артерий. Сегодня к врачам медучреждения обращаются и жители других регионов. С медиками центра пообщалась Динара Мурадова. Накануне Адлана Зухайраева доставили в больницу с диагнозом инфаркт миокарда. Уже сегодня он готовится к выписке. Несмотря на неутешительный диагноз, с помощью стентирования сосудов сердца врачам удалось вернуть его к жизни. Не мог терпеть такой страшной боли быть. Как они закончили, сразу, как будто 18 лет юноша.
Стентирование сосудов сердца – малотравмичная операция. Выполняется на пораженных атеросклерозом венозных артериях. Она позволяет восстановить их просвет и, как следствие, кровоснабжение сердечной мышцы миокарда. В сосудистом центре, созданном при Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи, проводят до 200 таких операций в год. У нас был месяц назад случай, когда и Москва, и Питер, и Самара отказали в выполнении коронарографии, и нам пришлось установить 4 стента сразу. Одномоментно одному человеку. Выполнение процедуры, которая была отказана и в Бакулевском центре, и в Санкт-Петербурге, было выполнено на территории Чеченской Республики. Заведует отделение эндоваскулярной хирургии, считает, доктор, который работает в этом отделении, Адам Амирханов. У нас работает, и мы их подготовили, они ездили неоднократно в европейские клиники, у них есть специализация по европейскому стандарту. Во время операции биологический стент вводят в кровеносный сосуд в сжатом виде, после чего его надувают, каркас расширяется, а вместе с ним расширяется и сосуд. Таким образом восстанавливается нарушенное кровообращение. Врачи сосудистого центра повышают квалификацию в ведущих клиниках России и зарубежья. В июне Щита Ханбиев побывал в университетской клинике Дюссельдорфа. Поездку организовали «Врачи без границ». В августе европейские медики планируют приехать с ответным визитом в республику. Планируют приехать врачи Дюссельдорфской университетской клиники. Мы должны подготовить сложных пациентов. Для них где-то около 40 пациентов. Поездка организовывает «Врачи без границ». В 2014 году был у нас 3 мастер-класса, в 2015 году 4 мастер-класса. Весь расходный материал они взяли на себя. На каждый мастер-класс мы оперировали где-то по 30-40 человек. Региональный сосудистый центр в республике функционирует уже несколько лет, а кардиохирургический откроется в ближайшее время. Региональный сосудистый центр на базе 9-й больницы, где на сегодняшний день производится установка стентов. В принципе, кадры, которые занимаются этим, имеют уже достаточный опыт и могут ставить даже сложные стенты. Врачи без границ работают в республике очень давно. Что касается их вклада, он неоценим, то есть сделано много в плане и подготовки кадров, и совместных операций. К сожалению, пока нет хирургии сердечно-сосудистой в классическом понимании, так называемой кардиохирургии. Мы фактически думаем прийти к решению этой проблемы в течение месяца. После этого еще у нас время займет оснащение отделения. Функционировать кардиохирургический центр будет на базе республиканской больницы. В первую очередь он откроет двери для самых маленьких пациентов. Динара Мурадова, Муслим Типаев, Зелимхан Закаев. Новости. Министерство по делам Северного Кавказа открыло у себя на сайте голосование в поддержку Грозного как претендента на символ новой купюры номиналом 200 рублей. Призвал поддержать голосование на своей странице в Инстаграме Рамзан Кадыров. По его словам, столица Чеченской Республики символизирует новую Россию, ее возрождение, мужество, стойкость и волю народов. Дорогие друзья, жители Чеченской Республики и граждане всей нашей Российской Федерации, обращаюсь к вам с просьбой поддержать организованное Министерством по делам Северного Кавказа голосование за изображение городов Грозный и Дербент на вновь выпускаемых Центробанком Российской Федерации купюрах номиналом 200 и 2000 рублей. Столица Чеченской Республики символизирует новую Россию, ее возрождение, мужество, стойкость и волю народов нашей многонациональной родины России. Грозным восхищаются жители нашей страны и десятков государств, ежедневно посещающие город. Грозный стал городом мира, стабильности, межнационального согласия и дружбы. В нем царят духовность, культура и взаимное уважение. Он известен всему миру как столица Чеченской Республики, победивший при поддержке Федерального центра международный терроризм. Совсем скоро Грозный станет спортивным, культурным, молодежным и деловым центром на юге страны. Первые уверенные шаги в этом направлении уже сделаны. Буду благодарен каждому, кто отдаст свой голос за наш с вами любимый город Грозный. И хочу выразить слова особой благодарности министру правительства Российской Федерации по делам Северного Кавказа Льву Кузнецову и первому заместителю министра Одессу Байсултанову за инициативу и организацию голосования.
Проголосовать за Грозный можно на сайте minkavkaza.gov.ru. Напомню, глава Банка России Эльвира Набиуллина анонсировала выпуск в 2017 году банкнот номиналом 200 и 2000 рублей. В ближайшие месяцы Центральный банк начнет общественное обсуждение дизайна новых банкнот на одном из федеральных телеканалов. Продолжаем выпуск. В селе Игойты в стенах медресе имени Ахмата Хаджи Кадырова прошел конкурс среди выпускников на лучшее знание Корана. На мероприятии присутствовали руководство района и духовные лица. Медресе за 3 года выпустила более 2000 обучающихся. Подобные конкурсы здесь проводят 4 раза в год. На этот раз лучшие чтецы священного писания получили денежные премии. По словам богословов, проведение подобных конкурсов прививает молодежи любовь к религиозным знаниям, помогает им лучше понять каноны ислама. В Грозном состоялось заседание оргкомитета по подготовке и проведению первенства Европы по тэквондо среди молодежи. Турнир по этому виду спорта в регионе пройдет впервые и станет настоящим праздником для любителей восточных боевых искусств. Тысячи именитых молодых спортсменов из более 40 государств Старого Света приедут в Грозный, чтобы выявить лучшего. Проведение этих соревнований в столице Чечни стало возможным после встречи Рамзана Кадырова с президентом Союза тэквондо России Анатолием Тереховым и президентом Союза тэквондо Европы Сакисом Прогалосом. Повышается интерес, появляются новые спортсмены, новые спортивные имена. Регион становится более значимым в области развития тэквондо. Сегодня наши спортсмены, тренеры и болельщики узнают, что есть прекрасное место в Чечне, которое очень любит спорт. И место, куда можно приехать не просто поболеть за спорт, а и приехать насладиться красотами природы. По словам организаторов турнира, ключевыми факторами, повлиявшими на выбор Грозного местом проведения первенства, стали большое внимание руководства региона в лице Рамзана Кадырова к развитию спорта, а также большой опыт региона в организации крупных соревнований на высоком уровне. Каждое утро они приходят в сердце Чечни, но не только для молитвы. Десятки рабочих ежедневно следят за чистотой в центральной мечети и в большом саду вокруг него. Поэтому жемчужина столицы все время встречает верующих ухоженной. В святыню отправилась Лариса Джабраилова. С раннего утра Эльбика Исрапилова на своем посту. Вот уже 4 года женщина наводит чистоту в главной мечети республики, сердце Чечни. Работа ответственная, признается женщина. Результат ее труда оценивают тысячи прихожан мечети и гости столицы. Более 80 человек ежедневно наводят порядок и создают уют в главной святыне города. Среди них инженеры, уборщицы, агрономы. Территория в 14 гектаров требует постоянного ухода. Парк центральной мечети давно стал излюбленным местом для прогулок горожан и туристов. Когда есть свободное время, любим в основном приходить сюда. Во-первых, атмосфера мечети, азан. Можно отпустить детей и свободно прогуляться. Нам это очень место нравится. Здесь приятный воздух, чистота. Детям нравится. И безопасно. Здесь растут декоративные плодовые деревья – абрикосы, персики, яблоки, груши, сливы и орехи. За красотой и здоровьем растений следят специалисты. Виды сорта подбирали по физиологии, по адаптированности растений и по цветению. Местные жители-то, в основном, кто на утренний намаз проходит, большинство стариков отдыхают. Здесь очень тихо, уютно, спокойно. И аромат цветов, и пение птиц, все это как напоминает им райский сад. Уникальную атмосферу вокруг центральной мечети создают 6 фонтанов с ночной подсветкой. Реставрация одного из них началась еще в мае. Работы идут круглосуточно в 3 смены. Уже к августу, по мнению специалистов, он вновь будет радовать жителей и гостей столицы. Сейчас рабочие ведут работы по выравниванию бетонного основания ремонтным составом под изоляцию. Задержка была из-за погодных условий. Сама специфика работы по фонтанам, она требует, чтобы погодные условия это позволяли. Первое, что бросается в глаза тем, кто посещает мечеть сердца Чечни – чистота, ухоженность и необыкновенная умиротворенность этого места. Святыня уже давно стала главной достопримечательностью Грозного. Лариса Джабраилова, Магомед Мударов и Алаш Издамиров. Новости.
Грозный посетила делегация Самарского государственного технического университета. Визит состоялся в рамках соглашения о стратегическом сотрудничестве с Грозненским нефтяным вузом. В планах гостей изучение многолетнего опыта чеченских коллег в подготовке профессиональных кадров и разработке инновационных технологий. Кроме этого, стороны договорились о внедрении практики академической мобильности. Она позволит студентам, не прерывая основную учебу в родных вузах, продолжать ее в других. Академическая мобильность – это сейчас очень важная тематика. Я думаю, что здесь мы тоже можем быть друг другу полезны. Тем более, я уже сказал, Грозный замечательный город, отстроенный, очень комфортный для жилья, для того, чтобы здесь жить и учиться. Я думаю, что Самара на своих берегах, тоже огромная река российская, тоже встретит студентов, которым тоже будет хорошо. Чечня осваивает китайскую технологию выращивания риса. Ее особенность в точечной высадке каждого злака. Таким образом экономится вода, а сама культура имеет больше шансов выдержать климатические особенности. Хадижат Гугуева продолжит. 600 гектаров земли уже засеяно методом прямого посева. Еще 400 высадят по китайской технологии. Экспериментальную модель выращивания риса в республике применяют сами же инвесторы из Китая. Ее преимущество заключается в экономии воды и семян за счет точечной посадки. Китай и Россия такое хорошее отношение. И через Россию сейчас всегда импорт овощи, зерно. Да, мы решили, чтобы здесь программа глава республика, и здесь читая хорошая земля и воды. В госхозе Хангиш-Юртовский специалисты из Китая работают уже год. Помимо применения своей технологии, они также обучают местных фермеров. По нашим данным, в Российской Федерации, в Советском Союзе не применялось. Первый мы применяем этот метод. Китайский. Особенность этой технологии экономия 4 раза, как нам говорят, и урожайность больше, чем обычным методом, нашим методом, российским. Также в госхозе благодаря финансированию компании «Агротех» работают специалисты из Всероссийского научно-исследовательского института риса, которые представляют технологию прямого посева. В республику на испытания они привезли и уже высадили 12 российских сортов риса. Основной задачей нашей организации здесь является продвижение и становление отрасли рисоводства в Чеченской Республике. Благодаря активным действиям руководства Чеченской Республики создан благоприятный инвестиционный климат, благодаря чему пошли активные действия со стороны инвесторов, вложения пошли, и благодаря этому появилась возможность восстановить всю эту отрасль, создать новые рабочие места, привлечь местное население. На сегодняшний день в регионе действует порядка 9 тысяч гектаров рисовых оросительных систем. Между тем, в Хангиш-Юртовском госхозе с 1 гектара аграрии планируют собрать до 6 тонн белого злака. Хадижа Гугуева, Хавая Диева. Новости. В России отметили День кинолога. Несмотря на новейшие технологии, четвероногие друзья по-прежнему несут службу. Они выполняют ответственную работу по поиску взрывчатых и психотропных веществ. А значит, собак необходимо дрессировать и готовить к работе. В кинологической службе чеченского МВД побывал наш корреспондент. Ко мне. Где? Рабочий день кинологов начинается с дрессировки подопечных. Кормить собак днем, по их словам, категорически запрещается, поскольку тогда они не будут работать на выезде. Но в свой профессиональный праздник здесь решили сделать исключение. Несмотря на праздники, мы работаем. С утра был выезд, только приехали. Сегодня наши питомцы получат праздничный ужин. Мы дополнительно дадим сверх нормы. Это наше принято традиционно, чтобы ехать праздник. Немецкие овчарки, доберманы, ротвейлеры, кокер-спаниели. Каждая из этих собак прошла специальное обучение в Ростове. На протяжении 5 месяцев их обучали обнаружению взрывчатых веществ, наркотиков и поиску следов. Эти навыки собаки не теряют на протяжении всей жизни. Собака занимаемся 2-3 часа утром, вечером, вот так. Выезды у нас бывают каждый. Выезжаем на мероприятия разные, концерты, футболы, открытие, любое здание. Полностью мы обследуем собак.
Острый нюх, хорошее зрение, отменная реакция, скорость – вот основные критерии, которым должна соответствовать собака для несения службы. В кинологическом городке 46-й отдельной бригады оперативного назначения войск Национальной гвардии 39 служебных собак. Здесь отдают предпочтение овчаркам немецкой, бельгийской и восточноевропейской породы. Патрульно-розыскные собаки 46-й бригады используются для обеспечения общественного порядка, обеспечения общественной безопасности при проведении массовых мероприятий. Караульные собаки используются для усиления караулов и постов. Сегодня без участия служебных собак не обходится ни одно общественно-политическое или спортивное событие. Места большого скопления людей обязательно проверяют кинологи. Именно на их счету тысячи спасенных жизней. Их подопечные готовы в любое время протянуть руку, точнее лапу помощи всем, кто попал в беду. Хавай Адива, Хавай Жимунаев и Дани Хавхаров. Новости. И в конце выпуска я еще раз напомню, что Министерство по делам Северного Кавказа объявило голосование в поддержку столицы Чеченской Республики как претендента на символ новой купюры номиналом 200 рублей. Призываем всех проголосовать за Грозный. Это можно сделать на сайте minkavkaz.gov.ru. И на этом все. Спасибо, что были с нами. Адык Велышев.